Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин и передача «Другие новости». Мы отметили Великий День Победы. Этот праздник останется у нас в душе навечно. В историческом парке «Россия. Моя история» в честь великого праздника открылась выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Выставка, которая посвящена истории отечественной медицины, и особая роль, конечно, отводится к подвигу медиков, посвященным Великой Отечественной войне. Это нужно и это очень актуально, потому что мы понимаем, что мы, во-первых, воспитываем молодое поколение наших коллег, ну и, собственно, сами тоже должны помнить все. Я хочу выразить огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и поздравить с таким великим священным праздником для нашего народа, для всех поколений россиян с Днем Великой Победы. Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» создана нашими коллегами из города Екатеринбурга. Героизм, профессионализм наших медиков сыграл огромную роль в годы войны. В нашей республике сегодня здравствует 7 участников Великой Отечественной войны. И хотелось бы их поздравить с Днем Великой Победы, чтобы они как можно дольше были с нами, чтобы они передавали свой опыт жизненный подрастающему поколению, потому что вот из этого строится наша история, историческая память. И еще раз приглашаем всех к нам в гости. Действительно, посетите эту выставку. А в Дни Великой Победы в историческом парке «Россия. Моя история» прошла презентация этноатласа Республики Саха-Якутия. Этноатлас – это не только красочное издание, да, там собрана очень большая информация, которая как раз создавалась в том числе учеными, этнографами, которые прекрасно владеют этой темой. Информация написана доступным языком. Я думаю, она будет полезна не только для тех, кто интересуется историей этнографии нашей республики, но в целом для широкого круга читателей, в том числе и для школьников. Я думаю, будет очень полезно знать, какие традиции, какие обычаи, какие ценности несут 135 народов и национальностей, проживающих в нашей республике. Россия сильна своим многообразием, Россия сильна своими народами, что любая победа, любое достижение, успехи нашей страны, нашей республики связаны прежде всего с единством многонационального народа нашей страны. Я поздравляю якутян с наступлением лета. Начинается дачный сезон. И сегодня мы поговорим о проблемах садоводов города Якутска. Вилюйский тракт, 13-й километр. Земельные участки на 13-м километре Вилюйского тракта городского округа город Якутск, выделенные в советское время государственным предприятием для садоводческих нужд, до настоящего времени не включены в состав населенного пункта. Отсутствие статуса населенного пункта препятствует применению постановления правительства России за номером 395 от 2024 года, которое упрощает порядок заключения договоров энергоснабжения для садоводческих товариществ. Садоводы вынуждены самостоятельно финансировать обновление электросетей и приобретение приборов учета, поскольку энергоснабжающая компания «Якутскэнерго» отказывает в подключении при несоответствии инфраструктуры действующим стандартам. Хотя по федеральному закону за номером 35 об электроэнергетике, который обязывает гарантирующих поставщиков и сетевые организации обеспечивать установку приборов учета. А постановление правительства России за номером 442 от 2012 года, предусматривающему включение расходов на установку приборов учета в тарифы и запрещающему взимание отдельной платы с потребителей. Так компания «Якутские электрические сети», действуя по доверенности от садоводческого товарищества «Якорь», заключила договор на технологическое присоединение с энергоснабжающей компанией «Якутскэнерго». При этом с каждого двора было собрано по 14 тысяч рублей на обновление сетей и установку приборов учета.
В настоящее время садоводы Якоря вынуждены оплачивать электроэнергию через посредника по завышенному тарифу. Садоводческое товарищество «Якорь» обращается в Якутскэнерго с просьбой перевести товарищество на прямые платежи за электроэнергию и предоставить разъяснения по действующим тарифам. В марте текущего года садоводческое товарищество «Монолит», расположенное на 13-м километре Вилюйского тракта, направило в Якутскэнерго заявку на техническое присоединение. Единственная у нас сейчас проблема, мы хотели передать линии Якутэнерго. Заявление написала от 16-3 марта, до сих пор ответа я не получила. Сегодня пошла поинтересоваться, на каком этапе у нас все это идет. Материалы не рассматривались еще. Члены товарищества обращаются с просьбой ускорить рассмотрение заявки и обеспечить установку приборов учета электроэнергии на каждом участке. Особую обеспокоенность вызывает состояние воздушных линий электропередачи вдоль дорог. В непогоду, при дожде и ветре наблюдаются перепады напряжения и замыкания, приводящие к частым отключениям электроснабжения. Ситуация усугубляется изношенностью опор и неудовлетворительным состоянием прилегающих дорог, что создает дополнительные трудности, в том числе для движения автобуса. Транспортировщики приезжают, лишь бы нам проехать, километраж намотать, потому что нанимаются работники не наши собственные, родные, допустим, да, а приезжие из зарубежья. Они проехали, следом за ними идешь, отвалом ему объясняешь, что отвал сделай наискосочек, чтобы сделать в этой канавы, он скорее он и проезжает мимо, он даже нас не слышит. Уж если этому автобусу, вот этому большому, новому, тяжело здесь проезжать, мы согласны, что тяжело. И где-то встречаешься, где-то на углу, если встретится встречная машина, разъехаться тяжело. Пустите, пожалуйста, пазик. Достаточно, нам будет достаточно. Садоводы рассчитывают на содействие Якутскэнерго и окружной администрации города Якутска. Совместные усилия позволят улучшить условия проживания жителей столицы Якутии на своих земельных участках. Нам не нужны Дубаи, нам нужен Вилюйский тракт. Якутские энергетики вводят новые регламенты. Об этом поговорили с энергетиками садоводы в окружной администрации города Якутска. В окружной администрации города Якутска прошло совещание с участием энергетиков, представителей мэрии и садоводческих товариществ по обращению Якутского отделения Союза садоводов России. По нашему обращению, из-за того, что в принципе мы принимали определенные протокольные решения, что департамент ЖКХ очень плохо работает и не помогает населению. Ну, за счет этого мы провели это совещание, это пробное. Обсуждались новые регламенты энергоснабжающей организации Якутскэнерго. В частности, передача с 1 апреля статуса гарантирующего поставщика ПАО «Якутскэнергосбыт». Мы передали статус гарантирующего поставщика в ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт». Более мы не оказываем услуги для конечного потребителя, мы оказываем услуги только по передаче электрической энергии по сетям ПАО «Якутскэнерго». У нас, скажем так, механизм принятия сетей СОТ на баланс несколько изменился. Сейчас необходимо со стороны председателя СОТ подать заявку на передачу сетей СОТ на баланс Якутскэнерго. Согласно этой заявке мы уже дальше начинаем отрабатывать в соответствии с регламентом. Соответственно, заходим на обследование, смотрим, сколько земельных участков, сколько потребителей, смотрим, сколько потребителей из этого СОТ переведены на прямые договоры, то есть у кого заключен лицевой счет с ПАО ДЭК, кто является плательщиком СОТа. Передача сетей СОТ означает, что сети СОТ станут собственностью Якутскэнерго, и каждый потребитель СОТа должен иметь лицевой счет и оплачивать напрямую в Якутскэнерго. Перед передачей сетей СОТ в собственность ПАО Якутскэнерго нужно каждому потребителю СОТа перейти на прямой договор. Вопрос, если лицевые счета, это ситуация практически у всех, и переход будут писать практически все СОТы, да, постепенно, как это сложится, как это будет все происходить? Платно это будет, бесплатно это будет, а у нас лицевые счета открыты? Надо смотреть внутренние регламенты, насколько мы взимаем плату, либо не взимаем, если уже подключение совершено. Сразу оговорюсь, что подключение было совершено не нами и не к сетям Якутскэнерго, это подключение осуществлялось СОТ к сетям СОТ, то есть нашего техпресса по факту не было. Ну, лицевые счета, да. Это я понимаю, для Якутскэнерго это будет однозначно первоначальный техпресс. Выяснилось,
что ранее открытые в Якутскэнергосбыте лицевые счета являются собственностью компаний-посредников, которые обслуживали энергосети садоводческих товариществ. Теперь, с решением ПАО «Якутскэнерго» прекратить с ними сотрудничество, эти компании больше не оказывают услуги, однако лицевые счета и задолженности садоводов за ними остались. Мы открыли у себя в своей программе лицевые счета, да, для того, чтобы вести учет, делать начисления, и потребители оплачивали в наших кассах через наше приложение, да, для удобства клиентов ваших. По задолженности перед ресурсниками по СНТ хочу сказать, что на текущую дату перед ПАО ДЭК задолженность всех СНТ составляет в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей. Да, среди них я не буду называть СНТ, по которым имеется там задолженность с апреля 2025 года по буквально марта 2026 года. При этом задолженность есть перед ПАО «Якутскэнерго». За прошлый год, с января по март, там осталась задолженность в районе 2 миллионов рублей. Эта задолженность осталась, она не погашена. Депутат Якутской городской думы Александр Северьянов полагает, что ясность в сложившейся ситуации должны внести надзорные ведомства Якутии. У нас есть, получается, ПАО ДЭК, Якутэнерго, ООО и СНТ. То есть никто не может пояснить, почему тогда ООО собирает деньги. Лицевые счета собирает деньги и отношение, да, какое отношение. Почему деньги собирает одна предприятие, ООО, а отвечает СНТ за долги, почему непонятно. И никто не знает конкретно, какая сумма была собрана, какая сумма была оплачена, информация закрытая. То есть Якутэнерго и ПАО ДЭК не идет, потому что на встречу не говорят людям. На совещание мэрия Якутска объявила о проведении торгов по субсидиям для садоводческих товариществ на благоустройство. С 18 мая по 8 июня 20 календарных дней есть возможность подать заявку повторно на благоустройство. Для вопросов, если будут вопросы, есть контактный номер телефона, вот он, запишите, пожалуйста, 40 23 21. Можно позвонить, уточниться, подойти. Садоводы ожидают дальнейших встреч с энергетиками для решения накопившихся проблем. Это первое заседание между энергетиками и садоводами города Якутска. И есть надежда, что проблемы будут решаться. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.